Сотрудники специальных подразделений МВД Чечни готовы показать, на что они способны. Помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов проводит для них последний инструктаж перед важными соревнованиями. И опять за оружие. Ошибок не должно быть, поэтому каждое действие должно быть отточено. Не торопимся, спокойно. То есть манипуляции делаем быстрые. Быстро достаем, быстро выхватываем, быстро вставляем, быстро заряжаем. Бам! Чтобы точно было там. Понятно? На международном чемпионате на приз короля Абдуллы II в Иорданском центре подготовки сил спецназначения представлены сразу две команды из России. Обе команды полностью сформированы из числа сотрудников МВД Чечни. Финальный этап подготовки чеченские силовики провели в Иордании. Такое решение было принято для того, чтобы бойцы спецподразделения полностью прошли акклиматизацию и максимально привыкли к здешним условиям. Работа по подготовке прошла с привлечением тренеров международного класса. На соревнованиях представлены 43 команды, лучшие бойцы из разных стран мира, включая США, Канаду, Ирак и Китай. Кстати, последние – основные соперники нашей команды, фавориты прошлогоднего чемпионата. Благодарность чеченским бойцам за участие в этом чемпионате выразил посол России в Иордании Борис Болотин. Уделяет особое внимание Его Величество этому турниру, этому соревнованию. Успехов вам, удачи вам и всего наилучшего. Спасибо за ваше участие. Только вперед, только победа! Соревнования длились 5 дней. В программу чемпионата вошли 10 сложных упражнений по оценке выносливости, скорости и слаженности команды в различных условиях. Особенно проявили характер и волю к победе чеченские бойцы в тактической и огневой подготовке, в освобождении заложников, захваченных в здании, а также с огромным отрывом преодолели упражнения по перетаскиванию тяжести. Российская команда, видно, что они очень тренированные, они очень приготовлены. Видно, как они двигаются, как они делают упражнения. И заметно, что они очень много тренировались. В общем, это соревнование получает все взаимный обмен. Все друг друга берут лучше, поэтому это еще лучше, чем самый главный приз. Конкуренция, да, достаточно серьезная, потому что Ребята сюда приехали самые сильные отовсюду. Так сказать, 43 команды – это достаточно такой большой уровень. Имущество, снаряжение, оружие – все на высшем уровне. Впрочем, во всех состязаниях наши правоохранители были на высоте, понимая, что за них болеет не только Чеченская республика, но и вся страна. Кроме этого, в числе болельщиков были и иорданцы чеченского происхождения. На протяжении соревнований за происходящим на тренировочной базе наблюдал Али Арслан, сын героя Хашемитского королевства Ахмада Аладдина Арслана. Подготовки сборной команды России к таким ответственным соревнованиям подошли комплексно. Даже военную форму заказывали, учитывая каждую мелочь. Из различных типов тканей изготовлено. Тут дышащие вставки, сделаны вставки на локтях из более жесткого материала с возможностью ставить на подлокотники, там, наколенники. Специальный пояс там, из резинки, который не проскальзывает. То есть форма сделана максимально для удобства, для того, чтобы можно было выполнять различные упражнения и никакого дискомфорта не доставляло. И вот пришло время подведения итогов. И, как ни странно, абсолютным чемпионом мира среди силовых спецподразделений на Кубок Короля Иордании стала команда из России, по многим показателям одержав убедительную победу над серьезными соперниками, в числе которых прошлогодние фавориты сборной Китая, США, Канада и другие страны. В честь такого события к гостям с Кавказа обратился брат короля Иордании. Али бин Аль-Хусейн в прошлом году посещал наш регион. В своей речи он отметил роль Рамзана Кадырова в развитии Чеченской республики и поздравил с такой серьезной победой всю Россию. Вы впервые участвовали в этих соревнованиях, но, несмотря на это, смогли всех удивить. Отличный результат. Я следил за ходом состязаний и, если честно, болел за вас. Мне кажется, нашим бойцам есть чему у вас поучиться. Я поздравляю вас, главу вашей республики и всех россиян с этой победой. Даниил Мартынов отметил, что в способностях чеченских ребят он нисколько не сомневался. Готовились тщательно. Помощник главы Чеченской республики рассказал, чему они посвятили эту громкую победу. Все наши кубки мы посвящаем победе в Великой Отечественной войне, 70-летию, юбилею. Это победа для всей России. Мы много работали, много старались. Мы просто не могли никого подвести. И у нас все получилось. Мы этому очень рады и продолжим работать дальше.
Такое важное событие для всей страны на своей странице в Инстаграм сразу же прокомментировал глава региона. Он отметил, что триумфально завершилось выступление сборной команды России на Королевском чемпионате мира среди силовых спецподразделений. Наши бойцы стали абсолютными чемпионами мира. И это не все. Команда стала 4-кратным золотым призером, 2-кратным серебряным и 3-кратным бронзовым призером чемпионата. Вот это мастерство, мужество и самоотверженность, подчеркнул Кадыров. Он поздравил руководителя команды, помощника главы Чеченской Республики Даниила Мартынова и всех офицеров с убедительной победой, отметив, что лучше них нет никого в мире. В чемпионате принимали участие 43 команды из десятков стран мира, включая мировые державы, и все они позади сборной России, добавил глава Чечни. Сами бойцы отмечают, что такая громкая победа не была бы возможна без постоянной поддержки генерала-майора полиции Рамзана Кадырова. Именно он своим примером мужества и патриотизма стимулирует молодых бойцов к достижению успехов мирового уровня, и они готовы защищать свою страну, когда это потребуется. А в том, что все у них получится, нет никаких сомнений, и эта победа тому подтверждение. Это победа для всей России. За нас болело очень много народу. Нас переживало очень много людей. Мы сделали, что должны были сделать. Правильно? Да! А теперь ура! И уже в пятницу поздно вечером в Грозном встретили авиарейс из Аммана. Чтобы поздравить чеченских бойцов, в аэропорт прибыл лично Рамзан Кадыров. Появление лучших бойцов планеты сопровождалось показательными выступлениями молодых курсантов и кадетов. Глава Чечни отметил, что представители республики достойно отстояли честь России и показали себя как настоящие патриоты. Возглавлявший группу помощник главы республики по силовому блоку Даниил Мартынов передал Рамзану Кадырову кубок победителя. Мы все наблюдали, смотрели, молились, переживали. Вам было нелегко, и нам тоже, поверьте, было очень даже нелегко. Чеченский дух, профессионализм Даниила Васильевича и ребят сделали свое дело. И мы показали, что Россия сильное государство, в России есть сыны, которые защищают и будут защищать интерес. И это, безусловно, в лице вас увидели не только спецслужбы, мировое сообщество. Поэтому мы желаем вам от души все, что желаем себе и дальше чуть больше. Потому что мы гордимся вами, потому что мы вместе защитили целостность России, мир и спокойствие на нашей земле, Чеченской Республики, России в целом. И, безусловно, мы готовы всегда стать на защиту и быть на страже всегда. Профессионализм, дух, патриотизм, все у нас есть. Да здравствует Россия, да здравствует наш самый сильный и самый славный сыновья. Без вас ничего бы этого не было. И этот кубок без вас, он бы сейчас не был у нас здесь дома в Грозном. Ну, это вам от всей нашей команды. Спасибо вам большое. Здесь не стали изменять древние кавказской традиции. Как и любое радостное событие, победу отметили веселой лезгинкой. У нас в гостях помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Даниил Мартынов. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте. Мы вас поздравляем с победой. Спасибо. И хотелось бы сразу озвучить такой вопрос. Насколько тяжело далась победа? Ведь были явные фавориты соревнований. Это победители прошлого года, участники из Китая и других стран. Да, действительно, победа далась нам нелегко. И были явные фавориты. Были команды, которые выступают уже не первый год на этом чемпионате мира. И для них мы были, скажем, темной лошадкой. То есть все знали, что мы сильны, но не знали насколько. Победа далась тяжело тем, что мы выступали на своей земле. Что это была другая страна, другой менталитет. Даже воздух был другой. Ребята все молодые, и психологически было тяжело. То есть в первую очередь было сложно психологически. Ну и плюс, сейчас уже можно об этом говорить, душой не буду кривить, но это, естественно, было не
неправильное, некачественное судейство, потому что все судьи, практически все судьи на соревнованиях были американцы. И я ребят настраивал на то, что нам нужно побеждать только чисто. Потому что по-другому нас бы точно поставили куда-нибудь в середину рейтинга. Это минимум. Поэтому тут нужно было выигрывать чисто, во-первых, во-вторых, с заявным преимуществом, а в-третьих, бескомпромиссно. Поэтому настрой был максимальный, концентрация была все эти дни максимальная, и все получилось. Как подбирался состав участников, то есть, скажем так, критерии отбора? Ну, подошли мы к этому процессу очень серьезно, очень полномерно подходили к нему и провели не просто какой-то отбор, а провели глобальный отбор. Ребят отбирали из разных подразделений, выбирали самых лучших. Для этого мы придумали для них очень много испытаний, в которых они определялись по разным критериям. Это мы смотрели не только на их физические данные, а также мы смотрели на то, как они развиты психологически, какая у них стрессоустойчивость, как они могут работать в команде, потому что эти упражнения – это командные соревнования, командные упражнения. И только лишь человек, умеющий работать в команде, умеющий пожертвовать каким-то своим результатом во благо всей команды, только такие нам нужны были. И когда мы проводили отбор, мы смотрели их с разных сторон. Мы смотрели, как они учились в школе, как они, кто у них друзья, как они духовно развиты. То есть по очень многим параметрам их отбирали, прям вот, что называется, рассматривали под лупой каждого из них. Как и полагается, конкурс проходил несколько этапов. Что для наших бойцов представлял наибольшую сложность? Мы спланировали процесс подготовки таким образом, что финальная часть проводилась именно на территории Иордании, на территории того центра, в которых проходили соревнования. И это нужно было для того, чтобы ребята смогли адаптироваться, чтобы они психологически успокоились, потому что главный противник на этих соревнованиях были даже не те китайцы, которых вы уже сказали, не американцы или другие европейские команды, а главный противник были мы сами. Мы были уверены на 100%, что наши ребята полностью готовы к этим соревнованиям. В ходе соревнований вы были на связи с главой Чеченской Республики, который сам лично следил за подготовкой бойцов, переживал, поддерживал. Какой была его реакция на победу в каждом из этапов соревнования? Да, действительно, это так. Рамзан Ахматович был с нами на связи постоянно. То есть наш соревновательный день начинался со звонка. То есть Рамзан Ахматович звонил нам с утра, еще раз нас настраивал, давал какие-то указания, потому что он был в курсе абсолютно всех тех упражнений, которые были. Мы чувствовали его поддержку постоянно. Вот действительно, вот в прямом переносном смысле этого слова мы чувствовали его поддержку всегда. И всегда находил такие слова, которые нас еще больше подталкивали к тому, чтобы мы, выходя на старт, делали все возможное и невозможное. И о предстоящих планах, какая задача стоит перед бойцами после празднования победы, на что они намерены перебросить силы и приобретенные навыки? Планы на ребят у нас самые обширные. Но первое, что нам нужно сделать, это, конечно, дать отдохнуть ребятам. Потому что все свои 100% времени, сил, концентрации команда, команда это не только спортсмены, это и инструктора, это и врачи, это и психологи, это и тренера. Вот вся вот эта команда, все вот это единое целое, мы полностью были отданы этому чемпионату мира. И поэтому первое, что мы хотим сделать, это, естественно, дать ребятам отдохнуть. Но и потом нас ожидает еще большая, кропотливая, серьезная работа. Потому что, несмотря на то, что ребята стали чемпионами мира, их потенциал, и я это знаю, я в этом уверен на 100%, их потенциал гораздо выше. То есть сейчас они были выведены на свой пик, который возможен сейчас. И этот пик позволил им стать чемпионами мира. Но на самом деле потенциал этих ребят гораздо выше, гораздо серьезнее. Я не буду пока рассказывать и раскрывать всех планов на этих ребят, но действительно они очень серьезные. Желаем вам удачи, спасибо за интервью. У нас в гостях был помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Даниил Мартынов.